Здравствуйте, уважаемые кыргызстанцы! Сегодня в этом видео мы расскажем вам более подробную инструкцию, как правильно подавать заявку через мобильное приложение Түндүк. Хотелось бы напомнить, что вы можете подать заявку через мобильное приложение Түндүк, если это совершаете впервые. Если вы ранее подавали или регистрировались в государственную ипотечную компанию через наш портал, то есть сайт geek.kg, то вы не сможете подать данную заявку через приложение Түндүк. Для начала вы должны загрузить в свой телефон мобильное приложение Түндүк. Далее у вас на главной странице будет несколько разделов. Вам нужно будет зайти в раздел «Моя недвижимость». После как вы заходите в раздел «Моя недвижимость», вы должны выбрать пункт «Подача заявки ГИК». Далее вы заходите, и там есть две кнопочки. Одна – «Оформить заявку», вторая – «Согласие супруга или супруги». Тот человек, который подает заявку, должен выбрать кнопочку «Оформить заявку». Далее, после того, как вы нажимаете «Оформить заявку», выходят ваши данные, уже заполненные данные, ваши паспортные данные. Далее выходят поля, где необходимо будет их заполнить. Первое поле – это нужно выбрать сферу деятельности. Если вы работаете на государственной службе, вы выбираете бюджетную сферу. Если вы работаете в частной сфере, то вы должны выбрать частная сфера. Ну а если вы нигде не работаете и хотите приобрести квартиру с первоначальным взносом 50%, то вам нужно выбрать раздел «Трудовой мигрант». Далее вам нужно будет выбрать язык оповещения, то есть чтобы вам приходили СМС-уведомления на кыргызском или на русском языке. Ваш номер телефона, ваша почта здесь будет заполнена автоматически. Далее вы ставите 3 галочки, где вы соглашаетесь на расходы для СМС-уведомлений. Также говорите о том, что вы ознакомлены с условиями ипотечного кредитования и даете свое согласие на обработку ваших данных. Далее у вас приложение запросит место, где вы работаете. Наименование работодателя вы пишете место, где вы работаете. Далее пишите занимаемую вами должность. Здесь очень важный момент. Вам нужно выбрать страну, например, Кыргызстан. Далее выбрать тот город или то село, где вы работаете, или тот же район. Чтобы не искать среди нескольких сотен названий городов, сел и районов, вам нужно написать заглавную букву, и сразу же выйдет необходимый город. Например, букву «Б», и уже выходит Бишкек. Далее вам нужно выбрать кредитный продукт. Как мы раньше сказали, если вы работаете в бюджетной сфере, а именно вы госслужащий, то вы выбираете льготную ипотеку. Льготная ипотека выдается под 4% годовых на 25 лет без первоначального взноса. Льготной ипотекой могут воспользоваться только те граждане, которые работают на госслужбе. Или же, если вы работаете в частной сфере, например, таксуете или работаете с помощью патента, или у вас есть ИП, то вы выбираете доступную ипотеку. Если же вы хотите приобрести квартиру с первоначальным взносом, или же вы являетесь трудовым мигрантом в другой стране, или же вы нигде не работаете, но при этом хотите приобрести квартиру с первоначальным взносом, то вы можете выбрать долевую ипотеку. Также для отдельных категорий граждан имеется социальная ипотека. Это могут быть граждане с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, матери-одиночки, то для вас, если у вас есть официальный доход, то вы можете выбрать социальную ипотеку, также под 4% на 25 лет без первоначального взноса. Как вы знаете, государственная ипотечная компания работает 2 механизмами. Первый механизм, как я ранее сказала, встать в очередь, второй по долевой ипотеке. Есть там свои требования. Первое требование: у вас должно быть 1 год непрерывного стажа в одной компании или 2 общего стажа. Самое главное, вы должны нам показать официальный доход.
И второе требование: на территории Кыргызской республики на вас, на членов вашей семьи не должно быть оформленного жилья за последние 3 года. Для тех, кто хочет приобрести квартиру по долевому, то есть с первоначальным взносом 50%, имеется одно требование: это не иметь на территории Кыргызской республики оформленного жилья на себя и на членов своей семьи за последние 3 года. После того, как вы выбрали кредитный продукт, снизу нужно будет создать пароль. Для чего нужен этот пароль? Когда ваша заявка будет проверена, вам может прийти ответ «отказано ГИК» или же «отправлено на доработку», или же узнать номер вашей заявки, которая была принята в очередь. Этот пароль необходимо будет запомнить. Пароль пишется латиницей. Например, если меня зовут Рахат, я могу написать на английском языке Рахат 123. Вы можете создать такой же пароль. И после того, как вы напишите пароль, необходимо его запомнить, так как в свой личный кабинет через наш сайт вы будете заходить именно через данный пароль. Далее, как вы выберете и заполните все поля, вы переходите на следующую страницу, и там приложение автоматически вам покажет ваш лицевой счет. У каждого гражданина свой лицевой счет, личный, индивидуальный, и стоимость услуги. Если вы не замужем, не женаты, то у вас будет стоимость 192 сома. 172 сома взимается за запрос соцфонд и кадастр, 20 сом взимает мобильный оператор. Если же у вас есть другие члены семьи, дети, муж, то за каждого из них вы оплачиваете по 172 сома. То есть у каждого гражданина оплачиваемая сумма будет абсолютно разной. Оплату можно провести через мобильные кошельки М-банк, О-деньги, Баланс KG, Мегапэй, Оптима банк. Как вы оплатили услугу, если вы, как я ранее сказала, не женаты, не замужем, то ваша заявка уже будет отправлена на рассмотрение в государственную ипотечную компанию. Но если вы имеете мужа или жену, вам необходимо, чтобы ваш супруг или супруга через свой телефон, через свое мобильное приложение Түндүк дали согласие. То есть он также заходит в Түндүк, также выбирает раздел «Моя недвижимость», далее также выбирает подачу заявки ГИК, и внизу он не выбирает «Оформить заявку», а следующий пункт – «Согласие супруга или супруги». После того, как он дает согласие, ваша заявка будет отправлена на проверку в государственную ипотечную компанию. Также хотелось бы отметить, что, уважаемые граждане, если вы отправили заявку, то ответ приходит не сразу. Вам нужно будет подождать от 14 рабочих дней до 30 рабочих дней. После того, как ваша заявка будет проверена, вам на телефон придет СМС-уведомление. Ваша заявка принята в очередь, значит, вам одобрили, и вы уже стоите в очереди. Или же отправлена на доработку, значит, вам необходимо будет прикрепить какой-то документ, или же вам отказано. То есть по каким-то причинам государственная ипотечная компания вам отказала в подставке очереди.